Главное – это цвет, говорит Людмила Колчанова-Нарбекова. В творчестве и в жизни, чтобы все играло красками, горело огнем, спорилось в руках. Людмилу Колчанову-Нарбекову хорошо знают не только в Мордовии, но и в России, и в мире. И не только как художника, но уже более 10 лет как директора Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрзи. И уже как председателя Союза художников Мордовии. И как доверенное лицо президента России. И нет, сегодня у Людмилы Колчановой-Нарбековой не юбилей, не круглая дата, но поводов вновь рассказать о ней подробнее более чем достаточно и вышеперечисленных, и творческих успехов. За последние 5 лет были персональные выставки, участие во всероссийских и международных проектах, например, в Венгрии, а в эти дни ее картина «Воспоминания детства» выставляется в Париже в салоне «Современное искусство Гранд Пале». Итак, новая встреча с хорошей знакомой. Конечно, в моем кабинете тоже есть святая святых, то есть такой как бы угол, где, наверное, в какие-то моменты для меня очень важные, вот все-таки я пытаюсь работать творчески, потому что все-таки творчество есть творчество, и оно действительно для меня свято. В кабинете в музее имени Эрзи она показывает картину, что только-только начала писать. Еще набросок карандашом, но сюжет, идея, мысль – все сложилось в голове так, как должно быть. Это ее житие. Новое осмысление, чем живет, ради кого и чего творит. И это не первое творческое откровение Людмилы Колчановой. Это знаковая работа. Вот, например, 5 лет назад рассказывала о своем житие, как было. Были бабушка и дедушка, друзья семьи, муж и маленькие дети, Бог и ангел-хранитель, индустриальный город и церковь. Теперь новый возрастной рубеж, новые люди и обстоятельства, и новая работа. Опять же, все автобиографично. Тут я, Костя, выросшие мои дети, Ариша, Богдан. Вот. Ну, естественно, ангел-хранитель, как всегда, и мои, опять же, всем известные птицы, потому что, вот. Ну и горячо любимый мой музей. Архитектура здания музея и работа Эрзи «Пламенный». Но думы о жизни не замедляет ее бега. И работа стала больше, руководящей. Потому и в новой картине ей уделяет, если не центральное место, то весьма значительное. Это отражение ее будних дней. Я настолько люблю музей, люблю свою работу. И, конечно, полностью я в ней. И, наверное, да, на все остальное в моей жизни очень мало места. Не знаю, работа главная. Сейчас уже нет смысла задавать ей вопрос, как успевает писать картины и руководить музеем. То, что получается все совмещать, давно доказала. Хотя, говорит, приходилось и менять мировоззрение, и привыкать к новому ритму музея, и грузу ответственности, что лежит на ней, как на директоре, за сохранность богатых коллекций. И более того, пришлось выдержать полную реконструкцию Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрзи. Это было недавно, это было впервые, когда абсолютно всю коллекцию пришлось вывозить из залов в другие здания. 2 года реконструкции были непростыми для всего музея. Теперь музей Эрзи стал не просто современным дворцом искусства. Здесь ловишь особенное настроение. Соприкосновение с вечным. Здесь чувствуешь себя причастным к прекрасному. Тут можно гулять по широким залам. Художник-директор это воспринимает особенно. Атмосфера, аура в музее просто сногсшибательная, потому что, конечно, мало того, что на нас смотрят произведения великих мастеров изобразительного искусства, великие работы Эрзи, Сычкова, и все же пропитано их искусством, и поэтому, соответственно, эта аура, она просто, конечно, энергетика сногсшибательная, и поэтому только за это надо идти в музей. Вот ради этого и пришлось художнику пройти испытание строительством и понять основы другого искусства, как из развалин Карфагена восстанавливать былое, но более мощное. И, конечно, узнавала азы строительного, искусства, могу так это теперь назвать, потому что
все от каких-то планировочных решений, учились читать чертежи, учились читать, как обозначено на этом чертеже окна, двери, сколько квадратных метров необходимо и так далее. Хозяйка музея. Здесь в каждом зале есть любимый сердцу уголок. Зал Эрзи – святое место для художника. Когда сама Людмила Нарбекова ведет экскурсии, чуть надольше останавливается около портретов отца и матери мордовского скульптора и рассказывает о его сыновней любви. Потому что понятны и близки эти чувства. И навсегда остаются в памяти поддержка своей мамы, бабушки, кто повлиял на ее становление. И совсем рядом в экспозиции еще одна из любимых работ Эрзи – «Испанка». Она мне даже нравилась еще до того, как я стала директором этого музея. Вот я не знаю, какой-то вот я ее люблю особенной любовью, потому что, наверное, есть, да? ну, не знаю, вот какая-то вот она такая горделивая, она какая-то независимая, она такая очень характерная. Вот, не знаю, меня всегда к ней вот как-то тянет. Для окружающих много говорит то, что делает Людмила Колчанова-Нарбекова. И пока речь тоже не о живописи, об отношениях, о возможности все везде успеть. Беспрецедентный случай. Директора музея выбирают председателем Союза художников Мордовии. Что вариантов не было, но, как говорится, выбрали самую достойную кандидатуру. Я согласилась не сразу, и понятно, то есть я как бы и съезд был непростым, да, то есть и, ну, один председатель уходил, второй председатель должен был быть избран съездом, вот, и много, да, был процессов голосования, вот, и поэтому, конечно, ну, непросто. Как бы то ни было, мастера-живописцы отдыхают в сторонке или на подхвате. Людмиле Нарбековой вновь досталась роль первой скрипки. Причем в юбилейный год Союза художников Мордовии. 85-летие отмечали выставкой в Москве, в зале Московского союза художников. Издали 2 альбома. Потом уже открылись юбилейные экспозиции в Саранске и Рузаевке. И сегодня работа в Союзе после избрания, в общем, вошла в рабочее русло. Но главное, считает Людмила Нарбекова, не в застойное. Действительно, нельзя быть оторванным от общества, потому что художник в любом случае, да, это социум с его миром, и нам надо активнее просто действительно делать мастер-классы, делать какие-то выставки, акции. Видимо, из этого стиля жизни и получается все успевать, творить в каждом направлении и размышлять, какая она. Портретов Людмила Колчанова-Нарбекова не пишет, автопортреты в каждом ее произведении. Вот одна из новых картин, тоже хранится в рабочем кабинете. Девочка с зелеными бантиками. В принципе, это я. Это мои какие-то детские воспоминания, мой детский мир. Вот. С широко раскрытыми глазами, смотрящие опять в синее небо с птицами. Да. Поэтому здесь все мои любимые мотивы: птицы, цветы. То есть, конечно, вот эта символика этника, да, то есть мы видим там, без этого тоже я не могу. Так что птица мифическая и не на армунь перелетает из картины в картину. Этнофутуризм – это далеко не прошлое, а настоящее. Художественное направление, что еще пару лет было сильно на слуху, как и организация «Артема», которая зародилась в Мордовии в конце 90-х годов. Я из-за скромности вас сюда не повела. Но мы знаем, что где-то должны были быть ваши работы, поэтому мы привели вас сами. Юрий Дырин, Степан Коротков и Людмила Колчанова – та самая «Артема», которая устраивала оригинальные выставки, частью которых всегда были модные инсталляции и перформансы. С этим проектом исколесили пол Европы. Эти 3 художников были представителями этнофутуризма в Мордовии, которым интересуется большой финно-угорский мир. Действительно, мы тогда очень много хотели изменить, много выставлялись, много ездили, много думали. И не только думали, а просто творили, писали, рисовали, вот, участвовали, придумывали какие-то безумные, у нас постоянно были идеи, вот, постоянно мы чего-то там сочиняли, вот, и, наверное, вот как бы начало 2000-х годов, вот, мы как-то вот были такой яркой страницей. Сегодня нет Артемы, но каждый из них продолжает оставаться верным стилю и верным дороге, что выбрал когда-то. Людмила Колчанова пишет на разные темы, но рука ее всегда узнаваема.
Ее манера в лаконичности и декоративности, в стилизации рисунка под ткань, что дает ощущение теплоты. Это воспоминания из детства о мастерице-бабушке. И еще она никогда не пишет этюды. Долго думает, просчитывает каждую деталь, весь замысел. Рисует карандашом, а потом краской закрашивает холст. Уверенно и четко, от частного к общему, а потом вновь возвращается к деталям. И вновь житие. Я считаю, что все-таки основная база творческого процесса – это интуиция. Да? То есть и интуитивно понимаю, и, что называется, рука ведет именно этот цвет положить. Что еще привело к успеху в жизни? Старт в детстве, в юности, когда вдохновляли родители первыми цветными карандашами. Это из Самарканда привез ее папа. И композициями из лоскутков. Это от бабушки. И решительность мамы, что купила ей билет и в день получения диплома Саранского художественного училища отправила в Ленинград. Высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Как я ей потом была за это благодарна. Вот всю жизнь. Всю жизнь, что ни она не испугалась, ни я не испугалась, да, и что за плечами сразу стал один из ведущих вузов страны, то есть и это мне путевку в жизнь дало, прям вот трамплин, понимаешь? Так вектор был задан, и теперь в жизни никаких полумер. Только вперед, только к переменам, к новой деятельности в меняющемся мире. И каждый раз с новыми силами и большим вдохновением на жизнь.